Здравствуйте, друзья, и все, кто смотрит это видео. С вами Лара Володина. Я всячески старалась не смотреть, не видеть, не замечать, не озвучивать этот беспредел. Но все это бросается в глаза, даже если ты не видишь. Это просачивается, это невозможно не видеть, а тем более скоро зима. И вот представляете, что будет дальше? Какое месиво. 1,5 человека сотрудников, что числятся там, не любят, когда реалии выносят на обсуждение. Они смотрят, они видят и ненавидят. Что ненавидят? То, что я озвучиваю? Так это же правда. Вы не любите правду? А может, лучше подумать о себе? Что вы такое делаете там? Почему вы бездействуете? Думали, что вот-вот наступит лето, и будет многое сделано. Многое сделать – это не только купить будки, в первую очередь, это зонирование, которое там отсутствует. В любом приюте неотъемлемой частью содержания животных является зонирование. Это зоны, где рассаживают животные люди, подбирая, кто с кем дружит или нет. И уж точно сук в течке не кидают в общий вольер на растерзание. Тощих и дрожащих не кидают к огромным и сильным псам. Несложно догадаться, что надо сделать. Во-первых, кормить. У сытой собаки инстинкт нападения будет притуплен, если можно так сказать. Не будет такого раздражения кого-то сожрать. Во-вторых, сильных с характерами отсаживать отдельно. И для них должны быть всегда места. Друзья, мы вытащили еще 3 бедолаг. Тех, у которых не было шансов там выжить. Это бородатенькая, которая боялась шевельнуться и лежала калачиком. Ту, которую грыз злой пес, и ту умную, которая подавала лапки рабочему, прося: «Забери, забери меня». Друзья, сейчас нужно оплатить передержку в Якутске до самолета, собрать на самолет. А главное, учитывая долги за передержки в Москве, срочно нужны финкураторы на этих 3 спасенных. Без финкураторов передержки их просто не возьмут. Больше собак без финкураторства не берут. Друзья, отзовитесь, пожалуйста, на этих 3. Кто сколько может. Посильная помощь. Главное, ежемесячно. И в продолжении прошлого ролика мы продолжаем показывать и рассказывать о спасенных и вывезенных хвостиках. Из аэропорта, встретив их, мы вместе погнали в клинику. Маше сделали необходимые анализы, провели обследование у онколога. Венсаркома подтвердилась. Провели также первый сеанс химиотерапии. Спокойно. Капельницу мы будем делать такую. Нет, не капельную, просто ведем болюсно все. Да, ведем. Недолго. Нет, мы просто болюсно ведем и все. Да, и я да. запущу. Ага, хорошо. А какие-то таблетки будем пить? Мы же не будем дома. Просто раз в неделю, да, ведь? Раз в 7-10 дней дома. Ага. Дрожжи. Моя хорошка. Вкусненько очень нам, вкусненько. Не роняй. Врача ждем еще. Анализы сдали, ждем результаты. И потом будет у нас, если все хорошо с кровью, то анализ покажет и будет химия первая Кристина. Потому что девочка вся истекает кровью. Из ютюба, но она молодец, она с чувством ест, она хоть разжевывает. Не как те, которые из ППЖ, они просто глотают. Девчушка замечательная, терпеливая, благодарная. Она молодая, ей годика 2,5-3. Венсаркома лечится, если регулярно пройти примерно 5 курсов капельниц.
Характер у нее также замечательный. В клинике не реагировала ни на каких мимо проходящих собак, не лаяла, как будто всегда была здесь и все ей знакомо. Замечательно, весит килограмм 30. Ну, Ой, молодец. вот. Ну, наконец-то. Хорошие дети пошли искать туалетик. Да? Ой, какие хорошенькие. Мы зайчики. Сколько они килограмм, Лен? Я думаю, что килограмм 12. 12, мне тоже что-то на ум приходит. Да, вот что-то такое. Не, ну они, конечно, подрастут так, да, как бы. Но они небольшие будут такие. Зубки поменялись у нас. Наваждение? Еще скажи, поуговаривать меня надо. Идти за вами или нет? Ну нет, это мне легче на ручки ее взять. Ведь козья хороший. Ты не кусяка? Ты не кусяка? Что ты запищал, когда взял его Роман? Опа. Вот каких на руках носит. Да ладно. чё. 11 килограммчиков, скажем так. Вот. Ну все, пошли. Все, все. Я Пошли. вот так вот. А? И тебя на ручках. А то надо уговаривать. Вдвоем встаньте на ручках, вот, чтобы показать, какие сестренки. Вместе будете. Ты Ну-ка, не чеканул? подержитесь. Нет, Ну, держу, наоборот, держу. она сладкая, хорошая. Домашняя, команду, знаешь. Вот. Не чеканушки. Не, бывает вообще. Ой, нет, ребрышки. Вот эту надо покормить. Вы бы видели. Консервочкой вот эту, ладно? Вот, А у дайте. нее и вон маслаки торчат, я их отсюда вижу. Вот Да. костяшки вообще, Да, вот да. они прям. Да. Где, Ой, дайте вот, консерву. вот это ужас, вот Дайте это кошмар. консерву. Вот сейчас А уже можно дать. отнесли мешку от Блин, консерву несли, елки. Ой, мой сладкий, как она хотела кушать, как она... Вот так, хоп, там заблокировали, Ага. все, Ну, нет. ты мой золотой, какая-то нежная. А с другой стороны? То же самое. Вот она, крошка. Ну, давайте. Ой, какая худая. Ой-ой-ой-ой. Вы там не подеретесь, вы виделись, уже знакомились? Да нет, наверное. Близко-то они не виделись. Это все-таки... Дайте пописать.
Да, ведите. Итак, друзья, мы с вами спасли еще 7 лохматых жизней за несколько последних дней. 7 бедолаг. Возможно, вы скажете, что я ненормальная, и будете правы. На что надеюсь, на что рассчитываю? А на кого и на что нам надеяться? Только на ваше милосердие и сострадание. На то, что отличает нас всех от якутских злых нелюдей. Выживем, лишь бы был мир, лишь бы не было войны.